Привет, меня зовут Умеда, и сегодня я дежурная по городу. В Академии наук проходит церемония запуска проекта «Сатрепс». Температура Земли используется для отопления и охлаждения помещений. Все подробности у нас. Проект «Сатрепс» реализует в партнерстве таджикские и японские ученые с 2022 года. Геотермальные тепловые насосы потребляют в 3-4 раза меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры и котлы, и при этом практически не выбрасывают углекислый газ. Для Таджикистана, где зимы холодные, а летом жарко, а электричества иногда не хватает, это настоящая находка. Геотермальные тепловые насосы позволяют сократить потребление электроэнергии. Если мы достигнем экономии, оставшуюся электроэнергию можно будет направить в другие нуждающиеся секторы. Также эту технологию можно использовать для таяния снега. Я знаю, что на севере Таджикистана выпадает много снега, и благодаря этой технологии мы можем его растапливать и тем самым улучшать состояние дорог и условия передвижения. Проект реализует Центр инновационного развития науки и новых технологий Академии наук Таджикистана совместно с Университетом Акита Японии при поддержке Агентства международного сотрудничества Японии JICA. Я считаю, что для развития Таджикистана очень важно укреплять потенциал молодежи в развитии научных направлений. Поэтому данный проект представляет собой академическое и научное сотрудничество. Мы уделяем особое внимание энергетическому сектору, поскольку он является одним из ключевых вопросов для Таджикистана. Систему геотермального теплового насоса установили в Национальной академии наук. Она служит демонстрационной моделью, и на ее примере ученые и специалисты будут изучать аналогичные проекты в области чистой энергии. Вскоре планируют установить подобную систему в Вахдате. В будущем планируют совместно с партнерами, донорами и правительством Таджикистана распространить технологию на другие регионы, особенно в горных районах, где традиционное отопление углем сильно вредит экологии. Это еще один шаг Таджикистана к зеленому и энергетически независимому будущему.